Здравствуйте, якутяне. Меня зовут Наталья Владимировна Черноусова. Я заместитель министра труда и социального развития Республики Саха-Якутия. И сегодня прямой эфир нам помог организовать Центр управления региона. И мы решили его посвятить основным нововведениям текущего года в условиях предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан. Сегодня я постараюсь ответить на самые популярные вопросы, которые поступают по линии социальной защиты населения. Итак, прежде чем начать рассказывать о мерах социальной поддержки, я скажу, что всего по линии Министерства труда и социального развития Республики Саха-Якутия предоставляется 60 государственных услуг. Из них 80, порядка 80 – это меры социальной поддержки. Из всех государственных услуг 95% предоставляется в электронном виде, то есть доступно сейчас на портале госуслуг, либо на региональном портале государственных муниципальных услуг Е-Якутия. Наиболее популярные услуги Минтруда доступны для обращения граждан в многофункциональные центры, офисы «Мои документы» по всей республике. Кроме того, большинство наших услуг предоставляется экстерриториально, то есть по всей республике без привязки к постоянному месту жительства и постоянной прописке граждан. Это достаточно удобно, потому что люди могут обратиться в любой точке нашей республики за той или иной мерой поддержки, которая им необходима именно в тот момент, независимо от того, где они сейчас находятся, по каким-либо обстоятельствам. На текущий момент 8 государственных услуг по линии министерства предоставляются в проактивном режиме. Проактивный режим означает, что он предоставляется беззаявительно. Без заявления, то есть в случае наступления определенных обстоятельств. Например, это назначение региональной социальной доплаты к пенсии пенсионерам до величины прожиточного минимума. Также это дополнительная выплата нашим пожилым якутянам при достижении возраста 70 лет, которая предоставляется по линии министерства от 70 до 80 лет. Также это единовременные выплаты при получении государственных наград или званий, таких как материнская слава 3 степеней, мать-героиня Республики Саха-Якутия, человек труда и так далее. Также вы знаете, что в проактивном порядке определяется право на целевой капитал в дети столетия при рождении детей, начиная с 2022 года в Якутии. И то, что является как раз нововведением 2024 года, это предоставление в проактивном порядке единовременной выплаты при рождении первого ребенка в Якутии. Именно те семьи, у которых родились первенцы. И вот здесь, пожалуй, я остановлюсь чуть подробнее для того, чтобы пояснить вам, как именно и как может предоставляться в проактивном порядке именно эта выплата. Размер данной выплаты составляет двукратную величину прожиточного минимума на ребенка в соответствующей зоне республики. В первой зоне она составляет 55 964 рубля, а во второй зоне размер данной выплаты 46 650 рублей. Как я сказала, данная выплата предоставляется семьям при рождении первого ребенка и при условии проживания в республике не менее 3 лет. Так вот, для того, чтобы Управление социальной защиты населения могли произвести эту выплату без вашего заявления, нам необходимо получение реквизитов, тех банковских реквизитов, куда будут направляться денежные средства. Именно для этого мы ввели в 2024 году новый электронный сервис. Это согласие на проактивное назначение и получение новых мер социальной поддержки в упреждающем режиме. Этот сервис электронный, он доступен на региональном портале государственных услуг Е-Якутия. Заполняется данное согласие буквально в 2 клика, так как все сведения уже имеются на портале госуслуг, они туда подгружаются. Человеку достаточно просто правильно указать реквизиты и дать согласие на обработку персональных данных и на назначение соответствующей меры поддержки. Так, если
Кроме того, вернее, если люди дают такое согласие, оно поступает в Управление социальной защиты населения, и это дает возможность нашим специалистам, кроме произведения данной выплаты на ваш банковский счет, еще и предоставить вам туда информацию о тех мерах поддержки, на которые у вас есть право в настоящее время. Если же вы не подали согласие, вы можете всегда обратиться, в общем-то, с заявлением. И сделать это также можно либо в офисах «Мои документы» МФЦ, либо на портале eyakutia.ru. Данная услуга находится в разделе «Популярные». Также, вот это два основных таких новшества, которые будут интересны мамочкам новорожденных детей. Что касается, еще меры поддержки для семей. В части предоставления мер поддержки нельзя не сказать, конечно же, об увеличении размера республиканского материнского капитала «Семья», который предоставляется при рождении третьего или последующих детей, до 300 тысяч рублей. Это уже ни для кого не секрет. Мне кажется, многие об этом знают, но, возможно, не все знают о том, что с этого года в республиканском материнском капитале «Семья» появилось новое направление, куда можно направить денежные средства. А именно, это направление на приобретение земельного участка, и сделать это можно не только в пределах республики, но и за его пределами, то есть по территории Российской Федерации. Кроме того, многодетные семьи могут отказаться от земельного участка в пользу предоставления единовременной выплаты 200 тысяч рублей. Я думаю, что это тоже достаточно популярная услуга, многие они уже знают, она действует с 2023 года. Но хочу обратить ваше внимание, что данная выплата 200 тысяч, она тоже целевая, это не денежные средства, которые поступают на счет. Эта сумма может быть направлена для улучшения жилищных условий. И одним из направлений на улучшение жилищных условий является также покупка земельного участка. И сделать это можно также за пределами республики. То есть, получается, средства республиканского материнского капитала 300 тысяч и 200 тысяч взамен бесплатного земельного участка на территории муниципального образования уже составляет 500 000 рублей, которые как раз многодетные семьи и могут направить на приобретение земли для строительства индивидуального жилого дома. Еще раз говорю, по территории Российской Федерации. Я вижу, что уже поступают вопросы. Наверное, я продолжу и после этого уже начну отвечать. Еще одной новой, уникальной, я бы сказала, для региона мерой поддержки Института семьи именно является единовременная выплата в размере 50 тысяч рублей молодоженам, которые вступают в брак впервые в молодом возрасте до 25 лет. Я хочу остановиться на нюансах предоставления данной выплаты. Итак, супружеская пара должна соответствовать следующим условиям. Во-первых, оба супруга – это граждане Российской Федерации, которые проживают на территории республики. Во-вторых, возраст обоих супругов не должен превышать 25 лет. Третье, брак у обоих супругов должен быть первым и заключенным не ранее 1 января 2024 года. И теперь давайте разберемся в нюансах. Возраст не старше 25 лет означает, что при достижении возраста 26 лет хотя бы одним из супругов уже утрачивает, право на выплату утрачивается в этом случае. Второй момент. Неважно, где зарегистрирован брак. Брак может быть зарегистрирован и за пределами республики, но важен факт проживания обоих супругов на территории республики. Проживание же, конечно, подтверждается постоянной пропиской
либо временной регистрации по месту пребывания, но при условии отсутствия постоянной прописки за пределами республики. Это важно. Также проживание может подтверждаться решением суда об установлении факта постоянного проживания в Якутии супругов. Важно также, что выплата предоставляется единовременно в полном размере 50 тысяч рублей одному из супругов и на основании заявления, поданного в электронном виде на региональном портале государственных услуг. То есть для того, чтобы получить выплату, вам необходимо подать заявление. Обращаю ваше внимание, что данная новая выплата, она предоставляется, вернее, заявление подается только в электронном виде, и она недоступна для подачи заявления в бумажном варианте. Заполнение данного заявления, в общем-то, займет у вас буквально 5 минут. Важно также правильно указать реквизиты счета, на которые поступят средства, и срок рассмотрения вашего заявления составляет до 5 рабочих дней. Так, далее. Еще одним из важных изменений 2024 года, который затрагивает достаточно большой круг людей и влияет на предоставление мер поддержки для малоимущих граждан. Эти изменения касаются изменения в порядке и условиях расчета среднедушевого дохода семьи. Прежде всего, это связано с изменениями федерального законодательства, а именно 44-й федеральный закон, которым регламентирован порядок учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи либо одиноко проживающих граждан для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной поддержки. Это означает, что несколько изменился порядок определения нуждаемости, но в более выгодную сторону для граждан. Сейчас поясню. Изменения коснулись определения состава семьи и коснулись периода учета доходов. Итак, смотрите, если ранее в состав семьи учитывалось домохозяйство, то есть все лица, связанные родством или свойством, проживающим вместе по одному адресу, то есть это мог быть заявитель, его супруг, его родители, дети, братья, сестры, бабушки, дедушки, то есть все, кто проживает под одной крышей, то сейчас данные подходы изменились. Сейчас при расчете доходов в состав семьи учитывается заявитель, его супруг, его несовершеннолетние дети, либо дети до 23 лет, если они обучаются в учебных заведениях очно, в очной форме. Все. Дальше. Что касается периода доходов. Ранее период доходов для признания семьи малоимущей учитывался за 3 предыдущих месяца до месяца подачи заявления. И это было им удобно для граждан, потому что это требовалось личного предоставления определенных документов, подтверждающих доходы граждан за 3 предыдущих месяца. Сейчас же этот период сдвинулся на 1, то есть учитываются доходы за 3 месяца, предшествующие 1 месяцу до месяца подачи. Если простым языком, то при подаче заявления в мае будут учитываться доходы за январь, февраль и март. Так, это дает нам возможность и специалистам управления социальной защиты запрашивать сведения о доходах самостоятельно в рамках межведомственного электронного взаимодействия в тех органах, в которых эти сведения находятся. Так, далее. Таким образом производится расчет доходов для получения, например, справки малоимущих или для получения материальной помощи в трудной жизненной ситуации, либо у нас есть материальная помощь для подключения к источникам теплоснабжения. Также таким же образом рассчитывается среднедушевой доход для предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта.
Так, по поводу, давайте остановимся очень кратко на справке малоимущей. Кому она выдается? Выдается она той семье, среднедушевой доход которой ниже прожиточного минимума на душу населения в соответствующей зоне республики. Именно в первой зоне это 27 301 рубль, во второй зоне это 22 867 рублей. Что дает статус малоимущей семьи? Статус малоимущей семьи дает родителям несовершеннолетних детей право на следующие льготы. Например, это выдача набора новорожденного при выписке из родильного отделения. Также это предоставление детского питания малышам до исполнения 3 лет. А также это предоставление бесплатного школьного питания уже для детей школьного возраста. И для дошкольников это, конечно же, возврат части родительской платы за детский сад. Так, основная информация у меня, в общем-то, вся. Я сейчас начну отвечать на вопросы, потом, если останется время, у меня есть еще что вам рассказать. Так. Александра Петрова. Наталья Владимировна, спасибо за эфир. Нужно ли проживать, так плохо вижу, проживать сколько-то, видимо, лет. Так, сейчас я чуть-чуть так поправлю. Вот. Проживать 5 лет, чтобы получить выплату на первого ребенка. Нет, проживать именно 5 лет не нужно. Условие проживания 5 лет на территории республики, оно есть для предоставления республиканского материнского капитала семья, то есть для многодетных семей. А в части предоставления единовременной выплаты на первого ребеночка здесь условие 3 года. 3 года. Причем я хочу обратить ваше внимание на то, что данный период проживания, он может быть суммарным, то есть в различные периоды жизни мамочки. И важно, конечно же, проживание мамы на территории республики в период, именно на момент рождения ребенка. Здравствуйте. Если мы подали заявление на заключение брака в ЗАГСе, когда нам надо подать заявление на выплату для молодоженов? Ольга, спасибо за вопрос. Смотрите, вы сейчас подали заявление в ЗАГС на регистрацию брака, но брак еще не заключен. На данную выплату подавать заявление заранее не нужно. Нужно, чтобы факт заключения брака уже свершился, и после этого буквально в этот же день вы можете подавать заявление на выплату 50 тысяч рублей. Также обращаю ваше внимание, что период подачи заявления, кстати, ограничен 6 месяцами. То есть вы можете подавать сразу же в тот же день, когда зарегистрировали брак, но не позднее 6 месяцев с даты регистрации вашего брака. Алевтина. Добрый вечер, Наталья Владимировна. Если мы планируем купить квартиру и там прописаться после свадьбы, мы можем заранее подать заявление на выплату или лучше это сделать потом? Возможно, у вас сейчас нет регистрации, и вы планируете прописаться в этой квартире, но уже после. Обращаю ваше внимание, что важна прописка на территории республики именно в момент, вот в этот день заключения вашего брака. Поэтому, если постоянной регистрации за пределами республики у вас нет, и, возможно, нет никакой регистрации, я бы рекомендовала вам все-таки временно зарегистрироваться по месту пребывания, и после того, как у вас решится квартирный вопрос, уже там далее прописываться. Но факт регистрации на момент заключения брака важен для предоставления данной выплаты. Так, Виктория. Благодарю за комплимент. Мы хотим пожениться в Новосибирске. Мы студенты и учимся здесь. Так, постоянная прописка у нас дома в Якутии, но живем и временно зарегистрированы в общежитии в Новосибирске. Мы можем получить 50 тысяч рублей и как подать заявление? Виктория, я благодарю вас за этот вопрос, потому что он очень актуальный. И я думаю, что у многих молодых людей, так как возраст для этой выплаты у нас ограничен до 25 лет,
до исполнения 26, то, конечно же, мы предполагаем, что наши заявители это могут быть из числа студентов в том числе. Так вот, вы можете пожениться в любой точке нашей страны. Это не важно. Если у вас временная регистрация в Новосибирске, это тоже не страшно. Если у вас есть постоянная прописка в Якутии. Вот это будет уже решающим фактором. Поэтому, да, конечно, вы можете получить 50 тысяч рублей, если вам еще не исполнилось 26 на момент регистрации брака. А заявление вы также подаете через наш региональный портал. Сделать это может один из супругов. На портале Е-Якутия в разделе «Популярные» эта услуга также есть. Подавайте, пожалуйста. Здравствуйте, у меня такой вопрос. Почему считают доходы, которые начислены в бухгалтерии, если мы на руки получаем меньше? Руслан, я благодарю вас за этот вопрос. Он тоже достаточно популярный и часто возникает у заявителей, которые претендуют на меры поддержки для малоимущих, для малообеспеченных граждан. Дело в том, что, да, действительно, доходы учитываются при расчете среднедушевого дохода до вычета налогов. И это определено федеральным законодательством. То есть в соответствии с этим именно так рассчитываются доходы. Так, здесь у меня вопрос еще ВКонтакте. Сейчас, минуточку, вот уже разверну. Как можно получить 200 тысяч рублей вместо земельного участка, спрашивает Надежда. Так, да, хороший вопрос тоже. Значит, 200 тысяч взамен земельного участка. Во-первых, это выплата целевая, как я уже говорила, и на нее могут рассчитывать именно многодетные семьи, которые состоят на учете в муниципальном образовании на получение бесплатного земельного участка. Для того, чтобы получить 200 тысяч, значит, порядок, так скажем, такой. Сначала многодетной семье, если у нее еще нет статуса многодетной семьи, официального статуса, то есть удостоверения, да, она должна обратиться, эта семья, за получением удостоверения и присвоением данного статуса. Сделать это можно и через портал государственных услуг, сделать это можно и в офисах «Мои документы», и лично в управлении социальной защиты населения. Итак, первый шаг – это получение официального статуса и удостоверения многодетной семьи. Второй шаг – это постановка на учет для получения бесплатного земельного участка в администрации того поселения, в котором вы проживаете, то есть по месту вашего проживания. Встаете там на учет, и уже после этого, если вы не планируете дожидаться этого земельного участка или получать его, то вы можете обратиться в управление социальной защиты населения и взамен этого земельного участка получить 200 тысяч. Они целевые, они расходуются на улучшение жилищных условий. Напоминаю. Так. Добрый вечер. Могу ли я получить справку на имущество в защите, если сейчас временно живу с ребенком у мамы в Хангалакском улусе, а прописана в Якутске? Мария, спасибо за данный вопрос. Он, мне кажется, тоже будет актуальным для многих. Как я уже говорила в самом начале, все наши меры поддержки предоставляются экстерриториально. То есть, независимо от того, где вы сейчас находитесь, вы можете подать заявление и получить данную справку. Кроме того, данная справка может быть и электронной, если вы подадите заявление не в бумажном варианте, а подадите, например, через портал, то она придет вам в личный кабинет на портале Е-Якутия, и подписана она цифровой подписью. В общем-то, такая справка тоже может быть предоставлена в ту организацию, в то учреждение, где вы планируете получать льготы. Так, Света. Почему мне отказывают справки малоимущим, если я являюсь получателем единого пособия в Социальном фонде России? Так, этот вопрос я бы отнесла к самым популярным, касаемым справки малоимущих. Многие заявители задают его.
Поэтому, Светлана, благодарю за данный вопрос. Дело в том, что получение единого пособия не дает права, не является, вернее, основанием для получения справки малоимущих. Это разные меры поддержки, и они оказываются на разных условиях. Там учитывается совершенно разный период для расчета среднедушевого дохода. Кроме того, для определения среднедушевого дохода для признания семьи малоимущей учитываются доходы за 3 месяца, и кроме того учитывается и само единое пособие. В качестве рекомендаций для семей с детьми могла бы рекомендовать обратиться за справкой сначала для малоимущих до того или прямо одновременно с тем, как вы подаете заявление в соцфонд на получение единого пособия. Так, почему мне отказывают, Юрий спрашивает, из-за того, что нет документов супруга, у него нет гражданства России. Почему его учитывают? Как я сказала, в части учета состава семьи учитывается заявитель, его супруг. То есть, если вы состоите в официальном браке, то ваш супруг будет учитываться независимо от его гражданства. И, кроме того, необходимы сведения о доходах супруга, полученные за пределами Российской Федерации, либо документы, подтверждающие отсутствие этих доходов, полученных также за пределами Российской Федерации, то есть той страны, того региона, где гражданином которой он является. Это важно. Почему? Потому что документы иностранного образца или выданные иностранными ведомствами, они не могут нами быть запрошены самостоятельно. Я имею в виду Управление социальной защиты населения не может запросить в рамках межведомственного взаимодействия данные документы. Поэтому вам, конечно, нужно позаботиться об этом заранее и предоставить личные недостающие документы для того, чтобы мы могли оказать вам данную услугу. Так, я являюсь, Петр спрашивает, я являюсь малоимущим, почему мне не дают справку на социальную стипендию? Дело в том, что на справку на социальную стипендию имеют право студенты, постоянно проживающие на территории республики, обучающиеся по очной форме обязательно, и которые являются получателями государственной социальной помощи. Либо сам студент является получателем, либо любой из членов его семьи может быть также получателем государственной социальной помощи. И справка малоимущий, к сожалению, это не государственная социальная помощь. К государственной социальной помощи относятся региональная социальная доплата к пенсии, получение субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, которые предоставляет агентство субсидий. Также относится единовременная адресная материальная помощь при трудной жизненной ситуации малоимущим гражданам. При предоставлении адресной материальной помощи на подключение к источникам теплоснабжения. И последнее – это государственная социальная помощь на основании социального контракта. Вот это четкий перечень, который дает право на предоставление социальной стипендии. Но на самом деле, да, многие граждане заблуждаются и почему-то подают сначала заявление на признание малоимущей, ну, возможно, не для этого, но считают, что именно эта справка, она дает право. К сожалению, это не так, поэтому вот если вы относитесь к той категории, о которой я сейчас сказала, и соответствуете этим условиям, вы можете смело обращаться за получением данной справки на социальную стипендию. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать средства целевого капитала дети столетия на оплату билетов в отпуск? Благодарю вас за вопрос.
Да, целевой капитал в виде столетия, он достаточно обширный и включает в себя очень много направлений. Он своего рода очень уникальный, и денежные средства целевого капитала могут быть направлены по 9 направлениям, включая единовременную выплату, 10 направлений содержит. И одно из этих направлений звучит как использование средств капитала а, на отдых по Российской Федерации всей семьей. Обращаю ваше внимание, что под местом отдыха подразумевается отдых в учреждениях санаторно-курортного типа, как на территории республики, так и за пределами его по Российской Федерации. То есть, если вы планируете отпуск, отдыхать в санаторно-курортном учреждении, проходить лечение, да, совместно с ребенком в столетие обязательно, да, то вы можете воспользоваться целевым капиталом на компенсацию вот этих расходов. Причем компенсируются расходы на оплату путевки, а также компенсируются расходы на проезд. Причем всех членов семьи любым видом транспорта, включая ребенка самого дитя столетия. Надежда благодарит меня за ответ. Я благодарю вас за ответ. Так, сколько времени у нас еще осталось? Я могу дальше, да, продолжить тогда. Пока вопросы не поступают, я тогда давайте кратко остановлюсь о изменениях. Мне кажется, это достаточно тоже будет интересно многим людям, потому что хочу рассказать об изменениях, которые касаются социального контракта, то есть государственной социальной помощи для малоимущих. Это достаточно актуальная и популярная мера поддержки, я бы так сказала. Какие изменения в 2024 году претерпела данная мера поддержки? Ну, как я уже говорила, да, это коснулось учета состава семьи. То есть теперь в составе семьи учитывается не домохозяйство, а учитывается заявитель, его супруг и несовершеннолетние дети. И второе также касается учета периода дохода, за который учитываются доходы при расчете среднедушевого дохода. Потому что данная мера поддержки также предоставляется малоимущим тем, у кого среднедушевой доход не превышает величины прожиточного минимума душу населения, соответствующей зоне республики. И я бы хотела сейчас сказать, что появилось новое направление, тоже достаточно уникальное для нашего региона. Это направление по социальному контракту для пожилого населения, для пенсионеров, неработающих пенсионеров, которые могут воспользоваться средствами социального контракта для развития или ведения своего личного дела. То есть люди в пенсионном возрасте, ведущие активный образ жизни, могут претендовать на выплату до 500 тысяч рублей для реализации своих планов и ведения какого-то дела, либо личного подсобного хозяйства. Напоминаю, что основной целью социального контракта является, конечно же, повышение доходов семьи или одиноко проживающего гражданина. Так вот, для пенсионеров появилось новое направление. Чем оно отличается? Отличается оно тем, что именно для этой категории повышен вот этот ценз, так сказать, предел величины среднедушевого дохода. Он может быть равен полуторакратной, вернее, не более полуторакратной величины прожиточного минимума. То есть для всех остальных категорий это однократная величина прожиточного минимума, доходы среднедушевые не должны превышать этой величины, а для пенсионеров он выше. То есть это позволяет привлечь и оказать эту помощь гораздо большему кругу лиц, пенсионеров в том числе. И аналогичные условия действуют для граждан с инвалидностью трудоспособного возраста.
Инвалиды трудоспособного возраста также могут обратиться за социальным контрактом для развития и ведения личного подсобного хозяйства или личного своего дела, своего бизнеса и рассчитывать на средства до 500 тысяч рублей в соответствии с запланированными расходами по бизнес-плану. И это вот основное направление, вернее, основные изменения по социальному контракту. По социальному контракту еще что изменилось? В порядке того процесса оказания предоставления данной помощи теперь есть обязательное условие прохождения тестирования на знание финансовых вопросов, финансовую грамотность заявителей, которые обращаются по направлениям на развитие индивидуальной предпринимательской деятельности или личного подсобного хозяйства. Они должны пройти данное тестирование, и в случае непрохождения эти люди могут обучение пройти на базе офисов «Мой бизнес», центров «Мой бизнес». И после этого повторно еще раз обратиться и попробовать пройти данное тестирование снова. Вот такое нововведение в этом году. И еще важный нюанс по социальному контракту касается того, что при уже одобрении комиссии в оказании вам данного вида помощи все это касается именно направления на ИП или ЛПХ, о котором я сейчас говорю. Заявитель должен стать на учет в налоговом органе, то есть зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, либо самозанятого. Часто люди спрашивают, если я на текущий момент уже самозанятый или индивидуальный предприниматель, могу ли я обратиться за государственной социальной помощью на развитие бизнеса? Да, вы можете обратиться за данные виды поддержки, если относитесь к малоимущей категории граждан и подходите по всем условиям. Если у вас есть хороший бизнес-план и доходы ваши не превышают прожиточного минимума. Так, пока вопросов нет. Так, могу еще рассказать о нововведении, возможно, сколько времени у нас еще, да? Возможно, не все об этом знают, хотя достаточно хорошая информационная программа идет, но бывает, что данный вопрос все-таки западает. Он касается тоже малоимущих категорий граждан и иных категорий, о которых я сейчас скажу, в части внесения изменений в порядок оказания материальной помощи на подключение к источникам теплоснабжения. Как вы знаете, у нас оказывается такая адресная материальная помощь, подключается к газификации, подключается к централизованному отоплению и электроотоплению. Да, вот 3 таких направления. И раньше она оказывалась только для малоимущих категорий граждан. Сейчас же внесены новые отдельные категории, которым оказывается данный вид поддержки без учета критериев вообще доходов семьи. К ним относятся ветераны Великой Отечественной войны, ветераны тыла, ветераны боевых действий, участники специальной военной операции, члены их семей. То есть данные категории граждан могут обращаться за данные виды поддержки при условии наличия у вас технических условий для подключения дома к источникам тепла. Обращаться вам нужно по месту жительства в комиссию, которая создана в администрации того поселения, в котором вы проживаете, или в районе, в котором вы проживаете семьей. Я благодарю вас за обратную связь, благодарю за те вопросы, которые были достаточно актуальными, и Центр управления региона за предоставленную возможность.
Желаю всем хорошей весенней погоды и хорошего настроения. Всего доброго. До свидания.